В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нюргуяна Иванова. Выделение регионам России инфраструктурных кредитов под 3% годовых улучшит финансовую составляющую проекта строительства Ленского моста. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев. По его словам, Якутия одной из первых подаст заявку на получение бюджетных и инфраструктурных кредитов для решения своей части финансирования Ленского моста. Уже принято решение о финансировании, исходя из подходов 50% из федерального бюджета, 50% из бюджета республики, а также средства партнеров по строительству. По словам главы региона, решение президента страны коренным образом улучшит финансовую составляющую проекта для Якутии. Напомним, что российские регионы получат инфраструктурные кредиты на 15 лет по 3% годовых. На эти цели до конца 2023 года будет предусмотрено не менее 500 миллиардов рублей. Кредиты будут предоставляться под полным контролем федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. Производство золота в январе-феврале текущего года в России составило 38 тонн, что на 4% меньше аналогичного показателя 2019 года. По данным Минфина, более 30 тонн драгоценного металла в отчетный период выпустили золотодобывающие предприятия. Для сравнения, в прошлом году недропользователи получили около 31 тонны золота. Как и месяцем ранее, максимальное падение выпуска металла показывает Амурская область. Это связано с сокращением производства Петропавловска. Также значительное падение объемов зафиксировано в Иркутской области, где наблюдается сокращение у основных производителей «Полюс» и «Высочайший». Традиционным лидером в производстве золота стал Красноярский край. Второе место остается за Магаданской областью. Якутские проекты получат площадки в 80 странах мира в рамках соглашения с Россотрудничеством. Ведомство готово оказывать поддержку якутскому бизнесу, заинтересованному в выходе на внешние рынки, помочь в продвижении за рубежом культуры народов, населяющих республику. Отметим, что Якутия является активным участником международных программ. Так, республика ежегодно участвует в крупных международных конгрессах, выставочных мероприятиях, проводит презентации проектов сотрудничества в сфере инвестиций, торговли, туризма, науки, культуры и других направлениях. Кроме того, в рамках юбилейных мероприятий в преддверии столетия образования Якутской АССР и 390-летия Якутска запланирован ряд крупномасштабных международных мероприятий, в том числе комплексная презентация проектов республики в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Провозная способность частной железнодорожной линии Эльга-Улак, которая объединяет Эльгинское месторождение с Байкало-Амурской магистралью, выросла в 4,5 раза за 2020 год до 1,5 миллиона тонн в месяц. Отмечается, что к октябрю мощность дороги достигнет 2 миллионов тонн в месяц, либо 24 миллионов тонн в годовом выражении. После завершения модернизации Эльгинского угольного комплекса в 2022 году ожидается, что провозная способность железнодорожной линии достигнет 30 миллионов тонн в год, 2,5 миллионов тонн в месяц. Сейчас на железной дороге внедряют автоматику, устройство электрической централизации и автоматической блокировки, а также диспетчерской централизации. Параллельно строятся локомотивное депо на станции Верхний Улак. Ожидается, что увеличение объемов добычи и расширение провозной способности приведет к увеличению штата сотрудников дороги на треть, до 800 сотрудников. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный кредитный рейтинг компании «Полюс» со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга отражает уникальное позиционирование «Полюса» как производителя золота с одной из самых низких себестоимостей производства в мире, значительной резервной базой и опытом в области уменьшения доли заемных средств. В Moody's ожидают, что «Полюс» продолжит успешно реализовывать проекты по увеличению своего бизнеса, сохраняя при этом консервативную финансовую политику и умеренную долговую нагрузку. К этому часу пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.